Ассаляму алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей. Хаберлер, в студии для вас работает Арсан Абиблаев. Сегодня в нашем выпуске. Европейцы против санкций. Я хочу, чтобы наконец-то все эти блокады и препятствия были сняты, и чтобы Крым был процветающим. В столице Крыма начали строительство общеобразовательных учреждений. Весь тюркский мир и ряд стран Азии празднуют Международный день Наврез-Байрам. Стало известно имя крымской красавицы 2017. 166 лет годовщине со дня рождения великого сына крымско-татарского народа Исмаила Гаспринского. Этот человек не только занимался одной газетой или там какими-то другими очень узкими темами, да? Человек занимался всем. Готов 50 лет быть под санкциями Украины, лишь бы Крым был российским. Так заявил сербский депутат Милован Боич на пресс-конференции в формате видеомоста Симферополь-Москва, посвященной итогам официального визита в Крым депутатов Европарламента и национальных парламентов ряда зарубежных стран. Все подробности далее в сюжете. По мнению Милована Боича, введенные против Российской Федерации и Крыма санкции, а также активно идущая на Западе антироссийская пропаганда является свидетельством силы и мощи современной России. А также по поводу введенных санкций со стороны Украины на представителей Сербии и Чехии Милован Боич ответил так. Я вижу, что официальные украинские власти очень недовольны нашим визитом в Крым. Считаю это недовольство безосновательным. У меня очень много друзей на Украине. Я уважаю позицию Украины о непризнании Косово, но хочу подчеркнуть, что Крым совершенно другой случай. Мне не жалко быть под санкциями, даже если я 50 лет буду под санкциями, лишь бы Крым был российским. Представители Европарламента рассказали, что программа была насыщенной. За несколько дней делегация провела встречу в Государственном совете в Крымском инженерно-педагогическом университете. Также парламентарии пообщались с национальными общинами полуострова, с крымчанами на улице. А еще немаловажным считают встречу с муфтием мусульман Крыма Аджеем Мирали-Аблаевым. У меня самые хорошие впечатления о Крыме и о его народе. В частности, когда мы встречались с муфтием Крыма, была очень интересная встреча, очень хорошо нас там встретили. И в беседе с ним я узнал, что действительно сегодня, как сам сказал муфтий, вот те годы, когда вы были в составе Украины, жизнь мусульман напоминала, вот ежедневная такая борьба была за права мусульман. Произошли те события, которые до этого 70 лет не могли. И в период советского времени тоже недостаточно было, оказывается, внимания, и не все требования выполнялись. Я хочу, чтобы наконец-то все эти блокады и препятствия были сняты, и чтобы Крым был процветающим. Представитель отделения партии Великобритании Найджел Сусман заявил, что в Крыму был справедливый и честный референдум. Также со своей стороны пообещал Великобритании поведать всем правду. Крым – прекрасное место, как и люди, его населяющие. Очевидно, что в Крыму был справедливый и честный референдум. Я являюсь юристом и могу сказать, то, что происходило в Крыму, соответствует международному праву. Единственный вопрос, который возникает, почему были применены санкции и как их теперь отменить? Также Найджел Сусман отметил, что Россия сделала все от себя зависящее, чтобы санкции против нее были отменены. Сегодня необходимо дать крымскому народу жить своей жизнью, подытожил представитель Великобритании. В целом, делегаты Европарламента были довольны обстановкой на Крымском полуострове и пообещали приезжать сюда на отдых. Они с ностальгией вспомнили, как школьниками приезжали в крымскую здравницу Артек. Теперь намерены бывать в Крыму чаще. Визит делегации продлился 4 дня. Напомним, это был уже 6-й визит делегации представителей Европарламента в Крым. В целом, ежегодно наш полуостров принимает большое количество представителей иностранных политиков. София Шукурова, Руслан Хохлов, телеканал Миллет. В Крыму стартовали учения ВДВ с десантированием людей и техники. Десантирование парашютным способом из военно-транспортных самолетов батальонной тактической группы с вооружением и боевой техникой Новороссийской десантно-штурмовой дивизии осуществлено во вторник на учениях воздушно-десантных войск России в Крыму, сообщил журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В ходе стартовавшего сегодня на полигоне АПУГ этапа практического розыгрыша боевых действий из 9 самолетов Ил-76 на площадку приземления было
десантирование в общей сложности около 350 десантников, 9 боевых машин десанта БМД-2КУ и несколько контейнеров с запасами материальных средств, уточнил Сердюков, осуществляющий общее руководство маневрами. Перед судом предстанет житель Кировского района по обвинению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Кировским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя Кировского района. Напомним, что по данным следствия вечером 29 мая 2016 года обвиняемый совершил в отношении 36-летней Мумине Алиевой насильственные действия и, кроме того, хищение ее золотых украшений на общую сумму более 90 тысяч рублей. В рамках расследования этого дела стало известно о причастности гражданина еще к одному преступлению. Сейчас дело направлено в суд, обвиняемому грозит высшая мера наказания – пожизненное заключение. Великий просветитель, издатель, общественный деятель, писатель Исмаил Гаспринский внес большой вклад в развитие крымско-татарского народа, и память о нем хранится по сей день. В столице Республики Крым при поддержке Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан был организован ряд памятных мероприятий, посвященных 166-летию годовщины со дня рождения великого сына крымско-татарского народа. Все подробности расскажет наш корреспондент Алимия Кайбулаева. С самого утра в Симферополе к памятнику выдающегося крымско-татарского мыслителя Исмаила Гаспринского пришли писатели, общественные деятели, политики и деятели культуры. Еще с 2002 года стало традицией собираться на этом месте в день его рождения и вспоминать великого просветителя, говорить о его деятельности и заслугах. Мероприятие началось с дуа. Молитву прочел имам Симферопольского района Раим Гафаров. После собравшиеся возложили цветы к памятнику Исмаила Гаспринского. В каждом выступлении гости отмечали уникальность и непревзойденный талант Исмаила Гаспринского. Он выдающийся мыслитель, педагог, общественный деятель, писатель, публицист, великий просветитель, который дал второе дыхание истории и духовной культуре не только крымских татар, но и всего тюрко-мусульманского мира. Его идеи существенно изменили облик мусульманского интеллектуализма на всей территории Российской империи. Крымские татары 23 года пытались найти достойное место в семье украинского народа, но этого не получилось. И только после возвращения в состав Российской Федерации крымские татары потихоньку нащупывают тот правильный путь, о котором говорил Исмаил Гаспринский. Данного выдающегося деятеля крымских татар нужно популяризировать, нужно изучать в школах, в институтах, придавать ему особое значение в средствах массовой информации, потому что все идеи, которые данный человек родил на свет, они как никогда актуальны на сегодняшний день. Исмаил Гаспринский разработал основы преобразования мусульманской этноконфессиональной системы народного образования, был издателем и редактором первой тюркской газеты «Терджиман-переводчик». Издавал тюркский журнал для женщин «Алем-и Нисван», также добился разрешения на издание первого юмористического журнала на родном языке под названием «Ха-ха-ха». Позже он создал новый еженедельник, орган мусульманской фракции Государственной Думы Российской империи, газету «Миллет». Стоит отметить, что Гаспринский видел реальную перспективу прогрессивного культурного развития решения насущных социальных и политических проблем тюркского мира внутри российской государственной целостности в союзе и согласии с русским народом. Спасибо за то, что не забываете и сохраняете память о наших героях, таких как Исмаил Гаспринский. Вы знаете то, как писал и что писал Исмаил Гаспринский своему народу. Не сравнить, даже если взять сотню произведений разных писателей. Среди тех, кто сегодня пришел почтить память Исмаила Гаспринского, и председатель общественной организации «Карамбарлега» Сейтумер Неметулаев. Он, в свою очередь, отметил, что преданность культуре, языку и религии своего народа органично сочетались в душе Гаспринского с большим стремлением освоить знания разных языков. Для всего тюркского народа, для всех мусульман он издал газету «Терджиман». Таким образом, он обучал крымских татар русскому языку, а русских – крымско-татарскому. Ведь до войны многие народы, населяющие Крым, также говорили на крымско-татарском. Об этом рассказывали мои родители, бабушки. И я надеюсь, сегодня мы вернемся к тем временам.
После памятное мероприятие продолжилось в Крымско-татарской библиотеке имени Гаспринского. Здесь провели традиционные литературные чтения. Гостям рассказали о жизни и творческой деятельности великого просветителя. Заместитель министра культуры Республики Крым Исмет Заатов отметил, деятельность Исмаила Гаспринского посодействовала исчезновению черной полосы в жизни крымско-татарского народа. По моему мнению, Исмаил Гаспринский сумел достичь все свои цели. Издавались газеты, различные сборники. Он также работал над тем, чтобы объединить наш народ и добивался дружеских отношений между различными национальностями. И это у него получилось. Кроме того, в библиотеке представили библиографический указатель «Терджиман 1883 год» и рассказали, что на страницах газеты можно было найти самые разнообразные материалы. В том числе уделялось внимание и вопросам экологии. У Гаспринского столько всего интересного, потому что этот человек не только вот занимался одной газетой или там какими-то другими очень узкими темами, да? Человек занимался всем. Вот даже сегодня у нас был очень интересный доклад, который подготовила наша библиотека. На страницах газеты «Терджиман» очень много уделяется экологии. Это была проблема и в его время, и в наше время. Поэтому мы проводим вот такой вот параллель, и вот сегодня мы об этом рассказываем. Своей просветительской деятельностью, проходившей под лозунгом «Единство в языке, мыслях, делах», Исмаил Гаспринский внес большой вклад в дело сближения тюркских народов и развития их национальной культуры и политического самосознания. Алимия Кайбулаева, Ибраим Ганиев, телеканал «Миллет». Взрыв газового баллона привел к разрушению части индивидуального жилого дома в Первомайском районе Крыма. Об этом сообщили на пресс-конференции МЧС Республики Крым. Как уточнили в ведомстве, пожарным удалось зайти в горящее здание и вынести из огня еще один целый газовый баллон. Пострадавших на пожаре нет. Причины возгорания выясняют эксперты. В селе Громовка под Судаком на 83-м году жизни скончался активный участник крымско-татарского национального движения Мемет Ганджар. Он ушел из жизни в результате продолжительной болезни. Похороны состоятся завтра в 11:00 в селе Громовка. Организация «Новая формация» подписала меморандум о сотрудничестве с Фондом микрофинансирования предпринимателей Республики Крым. Данное соглашение позволяет бизнесменам брать на выгодных условиях кредиты с минимальным процентом годовых плат. Чем еще выгодное такое соглашение для предпринимателей, расскажет наш корреспондент Нариман Тарсинова. Фонд микрофинансирования предпринимательства работает в Крыму уже 2 года, являясь участником российского финансового рынка. Эта компания позволяет предпринимателям и предпринимательским организациям получить своевременно кредит на выгодных условиях. Стоит отметить, что этот фонд работает в рамках государственной программы по поддержке предпринимательства. Наша организация является таким очень доступным инструментом для предпринимателей. Им здесь комфортно, удобно, доступно. Цели своей мы, собственно говоря, добиваемся ежедневным кропотливым трудом, работой с предпринимателями, потому что это наша задача. Процентная ставка фонда составляет от 7 до 12%. Кроме того, чтобы оформить кредит, необходим минимальный пакет документов. Учитывая нынешние реалии, учитывая ту ситуацию с доступностью, а точнее недоступностью кредитных ресурсов со стороны многих банков из-за завышенных процентных ставок, из-за не совсем удобных условий для предпринимателей, фонд микрофинансирования является определенным спасением для микро и малого бизнеса. Поэтому взаимодействие с этим фондом для нас, я думаю, достаточно качественное, скажем так, событие. Фонд представляет микрозаймы индивидуальным предпринимателям, которые зарегистрированы на территории полуострова. Целью использования микрозайма должно быть создание и развитие собственного бизнеса, пополнение оборотных средств, а также приобретение оборудования. Для предпринимателя самое важное – это деньги, самый важный ресурс. И на сегодня фонд микрофинансирования – это самый быстрый доступ к быстрым деньгам с маленьким процентом годовым. Для нас подписание меморандума между новой формацией и фондом микрофинансирования это говорит о том, что у фонда появятся новые эксперты и предприниматели, которые будут успешно использовать их финансовый ресурс. И надо сказать правду, что это один из самых лучших инструментов на сегодня с государственной поддержкой. И я думаю, мы всегда будем поддерживать фонд, фонд будет поддерживать нас
Для нас это очень полезно. Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования предпринимательства» создана Министерством экономического развития в 2014 и относится к программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Нариман Тарсинова, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет». В столице Крыма начали строительство общеобразовательных учреждений. В скором времени 2 школы общей вместимостью на 850 мест откроют двери для школьников. Наша съемочная группа побывала на месте будущих учебных заведений. Это средняя общеобразовательная школа на улице Луговая и общеобразовательная школа на улице Беспалова. На месте старой общеобразовательной школы номер 19 местные власти намерены построить новую. Здание в несколько этажей. Это будет модернизированное общеобразовательное учреждение на 350 человек. На постройку учебного заведения было выделено 220 миллионов рублей. По словам подрядчика, сейчас на объекте активно идут работы. Строительство у нас будет происходить в графике проекта. То есть сейчас мы занимаемся земляными работами, убираем грунт. На следующей неделе мы начинаем выкапывать котлован и заливать уже бетон. В данный момент работает 25 человек, потому что идут подготовительные работы. То есть мы городок сделали, вот сейчас вот трактор работает, краны приходят, работают, завозим какие-то плиты, материал. Количество техники определить очень трудно, потому что они постоянно ездят и курят. Вот. На следующей неделе будет экскаватор, который будет выбирать это все. На территории микрорайона Марьино проживает несколько тысяч горожан. И школа здесь нужна уже давно. По федеральной целевой программе из бюджета было выделено 270 миллионов рублей на строительство школы на 500 мест. Подрядчик рассказал о проделанной работе и отметил, объект будет сдан в сроки. На данный момент подготовительные работы закончены. Производятся земляные работы. Бетонные работы, работает 8 единиц техники тяжелой. Когда производили земляные работы, здесь были дополнительные экскаваторы, дополнительные самосвалы. Работает бригада из 20 человек, которая производит подготовительные работы для бетонных работ. То есть заготавливает арматуру, подготавливает опалубку. Окончание работ намечено на 15 декабря 2017 года. Строительство учебных учреждений осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» до 2020 года. Султания Меджид, Рамазан Аливапов, телеканал «Милет». Весь тюркский мир и ряд стран Азии празднуют Международный день Наврез-Байрам, знаменующий собой завершение зимы и наступление весны. Международным этот праздник официально стал лишь в 2009 году, когда ЮНЕСКО включил его в список нематериального культурного наследия человечества. Наврез-Байрам символизирует обновление человека. Праздник хоть и не является религиозным, но занимает особое место среди крымских татар. В детском садике «Солнышко» в селе Мазанка Симферопольского района Наврез отметили со всеми почестями. На протяжении многих лет Наврез-Байрам стал традиционным праздником детского сада «Солнышко». Вот и в этом году воспитанники подготовили для гостей яркую программу. Дошкольники встречали весну песнями, танцами, стихами и играми крымских татар. Это и танец Баар-Чичеклеры, Чобан-Авасы и песня Чипчелерым. Воспитанники билингвальной группы «Солнечные зайчики» исполнили танец «Хоран». Двуязычная группа в детском саду появилась в сентябре прошлого года. Это единственная группа в учреждении, где детей воспитывают на крымско-татарском и русском языках. Мы все только учимся, и воспитатели, и детки. Посещает группу 31 человек. Буквально, допустим, половина русские, половина крымские татары. Мы учим не только язык, но и культуру и традиции крымско-татарского народа. Помимо праздничной программы у детей была возможность поиграть в различные игры. Это и «Я в лучах», и «Перетяни палку». Коллектив детского сада приготовил сюрприз для гостей – танец «Назлы Кызлар». Задача таких мероприятий – познакомить детей с обычаями и культурой разных народов, а также развивать способность к толерантному общению. Такие мероприятия очень важны и нужны для того, чтобы мы были
более сплоченнее, толерантнее друг к другу, чтобы в нас никогда не покидало чувство сотрудничества, оптимизма и надежды на лучшее будущее для нас и наших детей. Поддержать и посмотреть интересное выступление детей пришли их родственники. Помимо родителей, среди присутствующих было много бабушек и даже прабабушек. Гости не могли удержать своих эмоций, танцевали и подпевали вместе с детьми. Пусть Всевышний каждому дарует здоровье и еще много таких праздников. Все очень хорошо. Спасибо организаторам за такой праздник. Спасибо им. Пусть детки вырастут здоровыми, пусть будут счастливее нас. Воспитатель билингвальной группы Варвара Ясинская исполнила крымско-татарскую песню «Гузель Харам». Весь праздник сопровождался громкими аплодисментами родителей и теплыми словами в адрес воспитательниц. С праздником Наврез Байрам! Пусть ваша жизнь наполнится счастьем. В детском саду каждая знаменательная дата превращается в настоящий праздник. Ребята могут не только весело провести время, но и узнать о культуре и традициях своего народа. Айше Шулакова, Энвер Аблезис, телеканал «Миллет». Стало известно имя крымской красавицы 2017. Накануне подвели итоги конкурса на звание самой красивой крымчанки. За звание крымской красавицы боролись 16 девушек разных национальностей, а возраст претенденток разнился от 16 до 31 года. Кому же досталась корона «Мисс красоты» и национальной культуры, знает наш корреспондент Сабрия Халиляева. Вот и настал этот долгожданный день для участниц конкурса «Крымская красавица». Лишь 16 девушкам, преодолев кастинги и месяцы подготовки, удалось дойти до финала. Организаторами мероприятия выступили Госкомнац, Дом дружбы народов, а также авторы проекта «Конкурс красоты и национальной культуры. Крымская красавица». Самое важное, что сегодня на сцене будет представлена не только красота и грация, а то, что все участницы будут показывать свои национальные какие-то обряды. Важным критерием было знание родного языка и то, как девушка может представить свою национальность. Например, 4 представительницы крымско-татарского народа – Сабрия Каримова, Ленара Кадирова, Лилиана Мустафаева и Эмине Наманова рассказали о Шефике Гаспринской, дочери выдающегося крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского, редакторе мусульманского женского журнала «Алем и Нисван», который выходил в свет на крымско-татарском языке. Именно благодаря Шефике Гаспринской мусульманские женщины стали уважаемыми и имели право голоса. Позже Шефика Ханум была избрана делегатом первого Курултая крымско-татарского народа. Затем стала заведующей сиротского дома и помогала всем тем, кто оказывался в тяжелой ситуации. А еще каждая участница представила национальный костюм, приготовила традиционное сладкое блюдо. Кроме того, конкурсантки продемонстрировали сюжетно-хореографическую постановку, в которой отражался весь колорит своего народа. Красавицы показали свои ораторские и творческие способности, продефилировали в свадебных нарядах. Перед жюри стояла нелегкая задача. По итогу 5 конкурсов выбрать самую яркую конкурсантку. В номинации «Мисс Зрительская симпатия» победила крымская татарка Ленара Кадирова. Девушке 18 лет. Считает, что благодаря этому конкурсу зрители узнали о самобытности и красоте крымско-татарского народа, а также проникнулись традициями и культурой других народов. Я очень благодарна всем, кто в зале за меня и голосовал, и хлопал, аплодировал. Я всем очень благодарна. Диана Чернецкая, по мнению конкурсанток, удостоилась чести быть «Мисс Дружба». Мне кажется, эта номинация заслужена мной, поскольку я была чисто открыта с девочками, дарила им искренность. И на репетициях не преследовала свои личные интересы, а стремилась создать атмосферу такой дружеской, приятной. На самом деле многие девочки так делали, и поэтому было очень приятно с ними работать. А вот титул «Мисс Интернет» завоевала 31-летняя караимка Олеся Сидоренко. Фаворитка из 9035 голосов набрала более 2000. Такого рода конкурса у меня первое участие, мне полных 31 год. Я в восторге от того, что участвую в этом конкурсе. Надеюсь, будет продолжение. Каждая девушка получила подарки от спонсоров. Главный приз – золотое кольцо и титул крымской красавицы завоевала представительница греческой национальности – 16-летняя Кристина Доманицкая. Обладательница главной короны конкурса крымская красавица не смогла удержать слез от волнения, а ее радость пришли разделить близкие и друзья. Мои ощущения меня наполняет буря эмоций. Для меня эта победа очень много значит. Для меня, для моей семьи, для нашей национальности. По мнению жюри, этот выбор было сделать нелегко. Конечно, сложно. Но дело в том, что, в принципе, по членам жюри вы, наверное, заметили, что в основном были
профессионалы. Поэтому оценки, которые были выставлены членами жюри, я думаю, что они справедливые. Стоит отметить, что конкурс «Крымская красавица» проводится в Крыму с 2003 года. Его цель – раскрытие неповторимых особенностей красоты и культуры народов, проживающих на территории полуострова. А полную версию яркого шоу красоты смотрите на нашем телеканале уже в ближайшее время. Сабреха Лиляева, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». Автор словарей, художественных книг и других учебных пособий Сейран Оджа Усинов мечтал стать художником и артистом, но судьба распорядилась иначе. Получив диплом филолога-русиста, он первым в Крыму начал преподавать в школах крымско-татарский язык с момента возвращения крымс-татар на родину. А славу и признание Сейрану Усинову принесли составленные им словари и художественные книги. Недавно ему исполнилось 79 лет. Наш корреспондент Фадиме Сейтмамут подробнее расскажет о человеке, который всю жизнь посвятил развитию родного языка. Сейран Усинов родился в 1938 году в селе Курбекуль, а в 1944 году он в возрасте 6 лет вместе со всем народом был выслан из Крыма. Семья Усиновых попала в Фергану. Там Сейран Усинов пошел в школу, а после поступил в Ферганский государственный педагогический институт. Вернувшись на родину в Крым, плодотворно трудился во имя развития крымско-татарского языка. Его преподавательский стаж почти 50 лет. Работал старшим преподавателем кафедры крымско-татарского языка Крымского инженерно-педагогического университета и старшим научным сотрудником научно-исследовательского центра крымско-татарского языка при университете. Сейран Оджа вот уже на протяжении многих лет составляет словари, переводит на крымско-татарский язык учебники для средней школы, пишет стихи для детей и активно участвует в общественной жизни Крыма. На вопрос, кто привил вам любовь к языку, он ответил: «Я родился в Крыму, и вокруг все говорили на родном языке». Однако был и переломный момент в судьбе известного учителя. Я ушел в армию, и за 2,5 года я забыл свой язык. Когда не говоришь на нем, оказывается, забываешь. Я вернулся домой, пришли все родственники с расспросами, а у меня словно язык связан. Я ничего им ответить не смог. И тогда я поставил перед собой цель выучить язык. Я не думал тогда составлять словари, просто для себя хотел выучить. Сейран Оджа отмечает, в каждой семье должны говорить на родном языке. Очень важно с детства воспитывать детей в такой атмосфере. Детям на руки нужно давать книги, чтобы они видели, читали, и с малых лет развивать у них любовь к ним. Если этого не делать, у них никогда интереса к ним не появится. Показывают разные ярмарки, там продают одежду, украшения, все. Но нет самого главного – книг. Там, где собирается массово народ, там должны быть книги. Автором этой картины является известный ученый, языковед Сейран Усинов. С детства он мечтал стать художником, даже успел отучиться в Московском доме творчества. Но суждено было ему стать учителем родного языка. Сейран Оджа поделился с нами планами на будущее. Сейчас я усиленно занимаюсь переработкой 2 словарей. Я до половины их доработал. Если вы меня спросите, о чем я прошу Аллаха каждый день, я вам отвечу. Я прошу еще немножко дать мне пожить, чтобы успеть доработать эти словари. Если не успею, значит работа останется на полпути. Сейран Оджа, как опытный специалист в области языкознания и просто влюбленный в родной крымско-татарский язык человек, пожелал своему народу процветания и благополучия. Если мы не знаем своего языка, мы не народ. Если мы не знаем свой язык, мы не люди. У человека, который не знает свой язык, нет права ходить и говорить «я человек». Ходит разное, придумывает, меня мама не учила и другое. Чтобы этого не было, нужно стремиться сейчас его учить. Сейран Усинов выпустил десятки книг – исторические, культурологические и детские издания. Как известно, книги открывают новый мир, а чтение на родном языке развивает речь. Фадиме Сейтмамут, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». И о новостях спорта. В Симферополе состоялся турнир и первенство по ориентал-спорту. Побывать на турнире и увидеть захватывающие бои удалось нашему корреспонденту Султане Меджид. Ориентал – это смешанный стиль боевых искусств, синтез ударной техники руками, ногами и борьбы по единым правилам. Сегодня проходит 2-й день Кубка Симферополя. Это финальные поединки. В турнире приняли участие более 150 человек. Участники турнира делились на 2 категории – весовая и возрастная. В турнире принимали участие спортсмены от 9 до 17 лет. Осман Алиев занимается тайским боксом уже 3 года. Он выступил в весовой категории до 65 килограмм. Несмотря на то, что Осман одержал победу, он считает, что мог выступить и лучше. Первый раунд, по мнению моему, нормально прошел. 3-й, 2-й как-то
не доработал где-то. В клинче было легко, соперник не знал, как использовать клинч. А в борьбе я ему проиграл, потому что в тайском боксе нету борьбы. В двухдневном турнире принял участие и 16-летний Эшреф Насыров. В первый день в полуфинале он стал лидером и выиграл бой по количеству очков. Эшреф настолько уверенно выступил в первой части турнира, что на следующий день соперник просто не явился. Я вышел на ринг, был готов. Но соперник не вышел, может, у него была какая-то причина, или он испугался, честно, не знаю. Ориентал считается одним из самых травмоопасных видов спорта. Без повреждений не обошлось и в этот раз. Просто мне взяли руку за лом. Растянули руку, и все, я сдался. Все участники финальных поединков были награждены кубками, медалями и почетными грамотами. Президент Крымской Федерации боевых искусств «Ориентал Спорт» Эскиндер Вагапов рассказал о том, что после победы на турнире для спортсменов откроются новые возможности. По окончании финала спортсмены, которые заняли первые места, у них, как говорится, есть допуск до всероссийских соревнований именно по ориентал спорту. Также Эскиндер Вагапов отметил, что в мае месяце на полуострове пройдет традиционный турнир, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя, великого сына крымско-татарского народа Амитхан Султана. Это будет 13-й турнир Кубок Амитхан Султана. Султания Меджид, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Просим обратить внимание на следующее объявление. 23 марта состоится юридическая консультация юристов Госкомнадзора для жителей Джанкоя. Начало 12:00 по адресу улица Карла Маркса, 15. Телефон для справок 332 71. А это были все новости на сегодня. Если вы пропустили новости, вы можете посмотреть повторы на нашем официальном сайте trkmilet.ru и на нашей странице в Facebook. До новых встреч в эфире.